Разъяснять поправки к Конституции в Таджикистане будут прокуроры областей и районов. Они отправятся на встречи с населением, чтобы объяснить народу, за какие именно заслуги лидер таджикской нации должен стать пожизненным президентом, а его сын получить право в 2020 году прийти на смену отцу. А пока силовики беседуют с людьми, политические партии начинают саботировать референдум, объясняя это его формальностью. Социал-демократическая партия Таджикистана воздержится от участия в референдуме по поправкам в Конституцию. Рахматилло Заиров попросил Центр избирком не включать в составы округов и комиссий по проведению референдума представителей его партии. Аргументировал он это тем, что еще даже прошлые поправки, принятые в 1999 и в 2003 годах, не послужили демократизации таджикского общества. В ответ ЦИК страны заявил, что политик просто мутит воду. В комментарии Азия Плюс глава Центра избиркома пояснил, что делать необоснованные заявления перед каждым политическим мероприятием, особенно перед выборами любого ранга, становится постоянной привычкой Рахматилло Заирова. Он отметил, что ЦИК Таджикистана направил всем 7 зарегистрированным партиям в стране письма, в которых было предложено представить членов своих партий для включения в состав образованных в стране 68 округов. Политическим партиям было предложено в срок до 17 мая представить своих кандидатов в качестве национальных наблюдателей во все участки по проведению референдума. Народная демократическая, коммунистическая, аграрная, социалистическая, демократическая партия и партия экономических реформ Таджикистана уже начали выдвигать представителей. Насчет заявления Заирова о том, что изменения в Конституцию не послужат демократизации таджикского общества, ответит выбор самого таджикского народа, который он сделал 22 мая, заключил глава ЦИК. Разъяснять новые поправки, которые эксперты называют антидемократическими, отправились в регионы уже многие чиновники. Среди них не только представители силовых ведомств, но и, например, спикер Нижней палаты парламента. Спикер же Верхней палаты и по совместительству мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев указал, что усовершенствование Конституции направлено на создание достойной жизни населения. Выходит, что предыдущие 20 лет при действующей Конституции и действующем президенте достойной жизни у таджиков так и не было.